Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов проголосовал на выборах президента России. Он отметил, что дни голосования особенно важны для России и республики, и призвал всех прийти на выборы и проголосовать. В Ингушетии голосование на выборах президента России проходит на 142 избирательных участках. Мы же избираем президента страны. Президент страны – это ближайшие 6 лет человек, который будет определять нашу жизнь, нашу политику, внешнюю, внутреннюю, следить за тем, чтобы те проекты, нацпроекты, которые реализовались бы, много вне пределах, по внешнему контуру вопросы есть, да, и президенту придется их решать. Убежден, люди настроены на выборы, и мы сегодня, каждый человек понимает, что это его жизнь будет в ближайшие 6 лет определять глава государства. У нас есть свои устои, у нас есть старшие, младшие, традиции, обычаи, религия своя, мы мусульмане. Поэтому в этой части, конечно, самое главное, чтобы поддержать сегодня и прийти на выборы. Я не говорю, кто, что, у каждого вот здесь вот, понимаете, и вот здесь есть, и видят, как наша жизнь складывается. Поэтому, я думаю, у нас все получится. А в целом хочу пожелать, чтобы каждый человек сегодня в нашей республике, который имеет право голосовать, пришел сюда. Надо, чтобы жена пошла, например, приходит муж домой, вот, потом мужа отпускает туда, если вдруг такая у нас. Ну, в любом случае, надо по-человечески. Это, вы знаете, это вдохновляет, мне кажется. Это же не просто голосование, такое сухость какая-то. Это жизнь. Мы живем и теперь хотим продолжить нашу жизнь с настоящим лидером. Вот и все. Махмуд Али Калиматов сделал свой выбор в голосовании за общественные пространства города, которые благоустроят в Сунже в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Глава региона отдал свой голос в пользу парка по улице Сайнароева. С сегодняшнего дня и по 17 марта включительно жители Ингушетии могут проголосовать за общественные пространства, которые они хотели бы видеть в своем городе или селе. Для этого в регионе созданы 142 пункта голосования и привлечено свыше 450 волонтеров. В дни голосования 15, 16 и 17 марта проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Такое решение было принято для обеспечения большего удобства для наших избирателей. В республике в выборах примут участие более 246 тысяч избирателей. Для части из них это первое в жизни голосование. В Ингушском государственном музее краеведения отныне будет храниться боевое знамя 773-го артиллерийского полка 317-й стрелковой дивизии, который начинал свой путь в Великой Отечественной войне с территории Ингушетии. Знамя директору краеведческого музея Магомету Сагову в торжественной обстановке вручил контр-адмирал Александр Гринкевич, начальник поезда «Сила в правде», который 10 марта в Назране встречали жители республики. В Ингушетии принимают документы для участия в традиционном республиканском конкурсе «Семья года». Как сообщили в Минтруда региона, конкурс проводится по 5 номинациям: многодетная семья, сельская семья, молодая семья, золотая семья и семья-хранитель традиций. Конкурс организуется для повышения общественного престижа семейного образа жизни, пропаганды ценностей семьи и ответственного родительства, знакомства с семейными династиями, ведущими правильный и здоровый образ жизни. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 20 мая в Министерстве труда республики. Марат Хуснуллин рассказал о планах работы в сфере строительства и ЖКХ до 2030 года. По поручению президента правительство сформирует программу комплексного развития порядка 2000 населенных пунктов. Основной приоритет – сбалансированное развитие регионов и повышение их экономической самостоятельности. В 2023 году введено более 110 миллионов квадратных метров жилья. К 2030 году этот показатель должен превысить 120 миллионов квадратных метров. Комплексно развивать населенные пункты поможет продление до 2030 года программ семейной ипотеки, госпрограмм расселения аварийного жилья и инфраструктурные бюджетные кредиты. Регионам помогут снизить долговую нагрузку, это повысит их экономическую самостоятельность. По решению президента будет списано 2/3 задолженности.
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину, что минимальный размер оплаты труда к 2030 году должен вырасти вдвое. Таким образом, он составит 35 тысяч рублей. Об этом стало известно из совещания российского лидера с правительством. К 2030 году МРОТ должен вырасти еще вдвое, до 35 тысяч рублей, что позитивно отразится, безусловно, и на заработных платах в бюджетной сфере и в экономике в целом, а также на увеличении социальных пособий, сказала Голикова, добавив, что поручения президента будут выполнены.